Добрый вечер, с вами Ирина Ефимова и программа «Якутия Лайф». В понедельник, 31 мая, стартовал основной период проведения ЕГЭ, единственного госэкзамена. В этом году госэкзамен написали 1800 якутских школьников, а сегодня и завтра одиннадцатиклассники сдают экзамен по русскому языку. Как выпускники должны подавать документы на поступление, на кого они хотят учиться и должны ли они прививаться от коронавируса, узнаем у гостей студии. Сегодня на вопросы зрителей ответит первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Присяжный. Добрый вечер, Михаил Ильич. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать свой вопрос или поделиться своим мнением по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp, сообщение на номер 8 914 235 0502, или позвонить нам в студию в прямой эфир по телефону 8 41 12 42 14 39. В каком формате, Михаил Юрьевич, в этом году будет проходить поступление в вузы и в СУЗы? То есть онлайн или офлайн? Да, ну вопрос важный, потому что идет совершенствование вообще системы поступления и в вузы, и колледжи. То есть и на федеральном уровне, на уровне субъектовом создаются все условия, чтобы была возможность, вне зависимости от места проживания, удобно поучаствовать в конкурсе. Ну, что касается дат, то еще в апреле этого года Миноборнауки России он подтвердил дату, с которой все привыкли, 20 июня. 20 июня – это дата приема, да, значит, заявлений, начало приема заявлений. По вузам коллеги мои расскажут, да, основные особенности. А что касается поступления в СПО, то, конечно, 20 июня будет организован образовательный портал в Республике Саха-Якутия, на котором можно будет идти подавать заявления. И в этом году мы предусмотрели такую возможность, что обязательной будет являться регистрация через портал госуслуги. Соответственно, таким образом есть сразу идентификация подтверждения абитуриента, заявление, загружаются основные документы, это заявление, паспорт, это документ об образовании, да, и, соответственно, фотография, которая, что предусмотрено. И дальше идет рассмотрение, присваивается статус поступающего, статус абитуриента, который попадает на рассмотрение в профессиональной образовательной организации. И свой статус будет удобно отслеживать. И тем более, вот если говорить о колледжах и техникумах, то сроки окончания приема заявления, они чуть-чуть другие. То есть до 10 августа можно подавать в профессиональные образовательные организации на программы среднего профессионального образования. По тем специальностям, где предусмотрены творческие экзамены, творческие конкурсы, естественно, в правилах приема также оговаривается возможность сдачи их. То есть их надо будет необходимо досдать, они будут суммироваться к тем показателям среднего балла аттестата, который учитывается при поступлении в колледжи и техникумы. Хотелось бы обратить внимание и назвать телефон, да, многоканальный телефон, это 50 60 44, ну, перед этим идет 8 41 12, код города Якутска, еще раз 50 60 44. Это телефон многоканальный, который позволяет ребятам, их законным представителям и родителям задать все вопросы. Потому что мы с вами знаем, что в колледже и техникуме уже более половины из числа всех поступающих – это ребята, которые приходят после 9 класса. То есть подать документы можно онлайн, а вот этот где нужны творческие экзамены, там получается уже на усмотрение вуза, да? Нет, там так же, как и в прошлом году была апробация, многие вузы эту схему пробовали. Даже я вспоминаю, в прошлом году мы организовали для абитуриентов эфир с Московским госуниверситетом. Они все делали на платформе Zoom, то есть дополнительные экзамены, которые устанавливает МГУ, они делали в такой форме. Ну а в данном случае я имею в виду, например, колледж технологии и дизайна, который требует творчества. Да? То есть тогда организуется камера, подключение, идентификация пишущего самого, да, там, и рисующего, общающегося с экзаменационной комиссией. Понятно, то есть все онлайн можно? Все онлайн будет. Все онлайн. А можно ли документы подать одновременно в несколько учебных заведений, как это раньше всегда? Да, конечно, это право остается у абитуриентов, и, конечно, он может, исходя из конкурсной ситуации, это касается и вузов, это касается и колледжей, и техникумов, непосредственно, да, перед тем, как формируются списки рекомендованных к зачислению, уже принять решение. То есть где у него лучшая конкурсная ситуация, где у него больше шансов. И самое главное, ведь, смотрите, и те, кто сдает ОГЭ, да, то есть основной государственный экзамен по итогам обучения в 9 классе, остаются, основные дни уже прошли, резервные дни вплоть до 2 июля. Аналогичная ситуация по единому государственному экзамену. То есть вы правильно озвучили, сегодня и завтра самый массовый русский язык, в понедельник 7 числа математика,
И потом практически то же самое с учетом резервных дней до 2 июля будет основной этап. Только после этого ребята получают аттестаты и, соответственно, уже приобретают статус такого полностатусного абитуриента, который может претендовать на поступление. А для статуса абитуриента нужна ли прививка от коронавируса? Нет, нет, это не является обязательным требованием, то есть вакцинация, мы с вами понимаем, что это дело добровольное. В то же время, конечно, мы и на этапе проведения, даже сейчас, да, ЕГЭ и ОГЭ, создаем максимальные условия безопасности для наших детей. По целому ряду районов республики работники школ уже на уровне 80-90% составляет уровень, процент вакцинированных. Да, то есть это вот Абыйский, ну, если по памяти, да, вот Анабарский, Алайховский, Горный районы. То есть у нас вот 4 района, которые уже вышли на этот показатель. Понятно, что это как бы тоже такое, что нужно всему обществу сейчас. Нужно стремиться, да. Да, но для поступления нет. Это не может являться ограничением для поступления. Но зато могут отправить на удаленку, например, да, если ты не привитый, ну, на учебе. Ну да, но все-таки очень многие, те, кто проживал в общежитиях, многие, вот, наверное, ректоры об этом, может быть, скажут, если будут вопросы, они все-таки получили прививки, получили иммунитет, и понятно, что легче будет вообще организовывать все эти процессы. А сколько у нас в этом году выпускников? Вот 9 классов, 11 классов? Ну, сильно показатели у нас не изменились, да, то есть порядка 12 600 у нас, это те, кто оканчивает 9 классы, 11 где-то 8 тысяч. Но дело в том, что мы с вами знаем, что с прошлого года, да, была такая внедрена практика, что не все выпускники 11 классов, например, выбирают ЕГЭ. То есть выбирают те, кто хочет дальше поступает учиться. в ВУЗ. Да. Вот число тех, кто выбрал ЕГЭ и будет сдавать, оно примерно такое же, как было в прошлом году. То есть у нас примерно почти 6 тысяч, 5950 выпускников 11 классов будут писать ЕГЭ, и примерно 900 человек записалось выпускников прошлых лет. То есть мы выходим на цифру 6867. Это точная цифра, потому что все эти ребята, они находятся в единой федеральной базе данных, и по мере того, как они сдают экзамены, они получают результаты и дальше уже понимают свои достижения. Тогда встречный вопрос: сколько в этом году у нас мест для абитуриентов в Якутии, в вузах и в СУЗах? Но мы, наверное, в этом плане счастливая республика, да, потому что у нас есть много возможностей, мы считаем, которые мы предоставляем нашим детям, нашему молодому поколению. Во-первых, конечно, вот даже то, что я сейчас только что озвучил, о том, что количество сдающих и выпускников, оно не сильно отличается от прошлого года, но количество мест увеличивается, то есть увеличиваются шансы, возможности. Так мы утвердили постановлением правительства республики в этом году за счет бюджета нашей республики, определили 6362 места. Это все точно, потому что есть на сайте, вся информация доступна. 6362 места – это для поступления на программы среднего профессионального образования по разным профилям. Это не только по линии нашего Минобрнауки, но это и также учреждения СПО, которые подведомственны Минкультуры и духовного развития, Министерству физической культуры и спорта. И из них, в принципе, на базе, да, такого, скажем, основного общего образования 2920 мест. Ну, практически 50 на 50. Это из этих 6 тысяч, более 6 тысяч мест. Это для тех, кто после 9 или после 11. Ну и, конечно, очень важно, наверное, о том, что у нас существенно растет за последние годы, за 2 года плюс 1000 мы дали. Это по местам федеральных бюджетных вузах на территории республики. Ну, представьте себе, что в этом году у нас 5129 мест всего. Если мы суммируем с вами и федеральный университет имени Амосова, и другие вузы работают, в том числе, вот очень рады, что в этом году, например, в Якутском институте водного транспорта уже 91 бюджетное место здесь. Это те люди, которые готовятся для речной отрасли, для жатайской судоверфи и так далее. На горячую линию приходят вопросы, какие наши вузы дают дополнительные баллы при поступлении. У меня есть значок ГТО. Из Кобяйского района вопрос. Ну, вообще мы в прошлом году анализировали, и вот правила приема на самом деле вуза размещены еще с осени. И вот очень хороший вопрос, потому что понятно, что вот многие вопросы задаются самими детьми, но все-таки большая часть вопросов задается родителями. Да. Родители поступали совсем в других условиях, были совсем другие условия, и очень важно, чтобы абитуриенты и родители ознакомились
с правилами приема. Тем более в большинстве случаев ребята после школы поступают несовершеннолетние, поэтому их законными представителями являются совершеннолетние, значит, родственники, либо родители. До того в прошлом году мы анализировали, примерно в 60% вузов есть дополнительные баллы, разные. Где-то 1 балл, где-то 3 балла. Ну, конкретная ситуация, да, она всегда можно посмотреть на сайте и посмотреть, значит, те дополнительные возможности участия в олимпиадах, другие формы. Вот где-то волонтерская, добровольческая деятельность, которая подтверждена документально, она также дает дополнительные баллы. В общем, разные вузы дают разные дополнительные баллы. И, кстати, баллы. вот к слову, я скажу, что у нас буквально вот только в понедельник мы получим результаты нашей традиционной уже 16-й предметной олимпиады ведущих вузов Российской Федерации в нашей республике. 1300 ребят до ЕГЭ, так было запланировано, они выбрали предметы, написали эту олимпиаду. Это для поступления в центральные вузы Российской Федерации. Где-то 264 места в этом году у нас в плане приема будет. 13 отраслевых проектов. Это дополнительные возможности. Здорово. Это тоже в основном бюджетные места Российской Федерации, но они пойдут по конкурсу. Вот 7 числа ребята получат результаты, мы их озвучим, и те, кто станет победителями нашей предметной олимпиады, получат плюс 5 баллов к ЕГЭ, когда будут получать рекомендации для поступления в ВУЗ. Вот еще один вопрос с горячей линии. Пишет мать инвалида-выпускника. В какой СОС принимает абитуриентов с инвалидностью на специальность оператора ИВМ или другую компьютер? Ну, дело в том, что у нас все наши профессионально-образовательные организации, они разработали так называемые адаптированные образовательные программы для людей с особыми образовательными потребностями, как я называю, да, но на самом деле это ограниченные возможности здоровья. Это открытые программы. Более того, колледж связи и энергетики, который является базовым у нас, да, для подготовки именно по той специальности, которая интересует абитуриента, он является у нас базовой профессиональной образовательной организацией для инклюзивных программ. То есть там все созданы условия для того, чтобы принять на обучение ребят с инвалидностью. А вот какие, кстати, сейчас специальности среднего профессионального образования наиболее востребованы? Куда в целом вообще можно поступить после 9 класса? Да, мы рады, что у нас вот за последние годы есть некая динамика. Да? Мы очень рады были в 2016-2017 году, когда у нас сельскохозяйственный техникум, очень большие конкурсы были, да, и это было связано в том числе с началом цифровизации в сфере сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. Но сейчас у нас очередной этап большого интереса к медицинским специальностям, и значительная часть поступлений идет, кстати говоря, по целевым местам. Все привыкли, когда слышат целевые места, только вузы иметь в виду, но на самом деле большая часть приема в наш, например, Якутский базовый медицинский колледж в Якутске осуществляется для тех ребят, которые заключают предварительные договоры о целевом направлении, потом отработке. И мы рады, что мы вынуждены следовать изменениям хозяйства республики. В этом году целых 16 новых специальностей мы открываем среднее профессиональное образование, то есть это почти 700 учащихся, обучающихся у нас будут приняты на новые программы. А это какие новые? Ну, новые программы, например, аэрофотогеодезия, мастер слесарных работ, изготовление, значит, арматурных сеток и каркасов, рыбовод, да, монтажные связи. То есть мы понимаем, что это сферы в основном связанные со строительством, сферы, связанные с биотехнологиями, сферы, связанные с агропромышленным комплексом, сферы, связанные с IT, и отрасли, связанные, в частности, я здесь не называю, но целый ряд новых специальностей открывается нефтегазового профиля в различных учреждениях республики. Те, которые нужны То республике. есть мы идем сейчас в ногу со временем. Вот еще вопрос с горячей линии, где можно узнать про целевые места в центровузы и их условия? Да, ну здесь как раз я вот анонсировал, да, о том, что 7 числа мы широко анонсируем это вот результаты нашей предметной олимпиады на сайте Министерства образования и науки нашей республики и в Инстаграм на цель.икт, это подписка многолетняя, которую мы используем, размещена вся информация о наших партнерах-центровузах, то есть это порядка 130 вузов-партнеров. Плюс мы всегда для наших встреч, которые мы организовываем, в этом году первая встреча, кстати говоря, уже прошла с вузами Владивостока. И в 10 городах Российской Федерации, где больше всего вузов и учащихся из нашей республики, у нас есть представители. То есть это Владивосток, это Хабаровск, это Иркутск, это Новосибирск, Томск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург.
это те вузы, с которыми у нас в течение вот июня-июля будут организованы встречи. То есть мы приглашаем, размещаем эти материалы. Следить и, да. Конечно, мы в этом году вот приняли решение о том, чтобы на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, который у нас сейчас открыт, очень активно работает с населением разного возраста, мы откроем единый сайт, где можно будет зайти, и мы планируем в этом году. В прошлом году мы в смешанном формате делали из-за пандемии. В этом году мы также планируем при работе Республиканской приемной комиссии для поступления в Центровузы, то есть тоже после 20 июня, организовать прием в электронном формате. Ну и каковы ваши прогнозы насчет начала учебного года? Онлайн или офлайн? Вот к чему министерство готовится? Ну, на самом деле, конечно, готовятся, да, образовательные организации, коллективы. Наверное, все-таки такой эмоциональную, да, подготовку за это время прошли родители, дедушки, бабушки детей. Все-таки с учетом того, что отработаны технологии, да, достаточно созданы хорошие условия для дистанционного образования, мы понимаем, что всегда есть резерв. Да, многие, вот, кстати говоря, в этом году особенно это ощутили в период холодной, да, зимы. Раньше традиционно эти дни были актированными, и младшие школьники не учились. Теперь вот у меня собственный вот ребенок, да, учится, например, в 3 классе. Когда я ему спрашивал, ну сегодня же и не идете в школе, он говорит, ну и что? Но зато учительница будет проводить занятия онлайн. То есть, в принципе, есть, конечно, дополнительные возможности, которые у детей появились. Прогнозы, мы готовы к любому развитию событий. Но, у вас несколько сценариев, да? Несколько сценариев, есть методические рекомендации, которые позволяют избежать. Ну и, конечно, мы предполагаем, что совсем по-другому будет организован режим проживания в общежитии со следующего года. То есть в этом году и в прошлом учебном мы были вынуждены изолированно, да, очень много проживать, широко размещать ребят, чтобы они не контактировали друг с другом. Не было людей, получивших вакцину, были только не болевшие и переболевшие, да, и которые находятся под подозрением. В связи с тем, что сейчас все-таки достигается высокий уровень вакцинирования, ребят можно будет уже в обычном режиме заселять в комнатах, в зависимости от того, что если получили вакцину, естественно. И мы планируем, что все-таки более-менее в нормальном режиме мы войдем. Ну, спасибо, Михаил Юрьевич. Тоже надеемся, что к 1 сентября ситуация стабилизируется, студенты начнут прививаться, ситуация станет стабильной. В нашей студии сегодня был первый заместитель министра образования и науки Якутии Михаил Юрьевич Присяжный. А во второй части программы мы пообщаемся с представителями крупнейших вузов республики. Это Северо-Восточный федеральный университет и Арктический государственный агротехнологический университет. Продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Сегодня мы говорим о поступлении в вузы и СУЗы, куда стремятся якутские выпускники. Какой проходной балл нужно набрать, какие особенности ждут абитуриентов в пандемию. И прямо сейчас в нашей студии ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаевич Николаев. Здравствуйте. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу также начальник центральной приемной компании Арктического государственного агротехнологического университета Павлина Егоровна Васильева. Здравствуйте. Так, ладно, пока Павлина Егоровна там собирается, вы мне, пожалуйста, Анатолий Николаевич, расскажите, какие же нужны документы абитуриенту для зачисления и когда подавать? Ну, для зачисления, конечно, это требуется, ну, как обычно, документы, это паспорт, заявление, баллы ЕГЭ, ну, документы, какие баллы получили. Потом это, можно сказать, достижения, индивидуальные достижения, ну, баллы, которые дополнительные баллы считаются. Но самое главное нововведение, на которое надо в этом году отметить, это СНИЛС. Нам нужно СНИЛС вот этого абитуриента, да, для того, чтобы когда мы будем работать в этом году с абитуриентами, да, там в списках не будет фамилий. Там будет номер СНИЛС, но если СНИЛСа нет, да, то мы отдельный идентификационный номер даем, да, и в этом плане вот такое большое нововведение, и, ну, чтобы не было такого, чтобы Иванов, Петров, Сидоров на первом месте, да, почему вот, ну, вот такие моменты, чтобы не было. И еще нововведение вот такое, что у нас не менее 4-5 раз в день будет меняться вот, ну, онлайн-режиме, кто, где, какой балл и так далее. Вот, а за что даются дополнительные баллы? Вот тут были вопросы за горячей линией про ГТО, еще один вопрос пришел про музыкальную школу. Насчет музыкальной школы я не скажу, да, но у нас по 4 большим блокам это спортивные достижения, ГТО, волонтерство, ну, да, и олимпиады достижения. Да, у нас до прошлого года было достаточно много пунктов по дополнительным баллам, да, но у нас в этом году
сузили, да, и вот по этим достижениям только будет. А какой у вас проходной балл в этом году и как он? Ой, ну, Ну, по каким специальностям? Нет, они разные, понятно, да? Но вот пальцем в небо не скажешь, да, все будет зависеть от того, вот как сейчас вот выпускники сдают экзамены по ЕГЭ. Да, конечно, нам хочется, чтобы баллы были очень высокие, да, потому что все вузы стремятся к тому, чтобы к ним поступали абитуриенты наибольшими баллами. Да. В прошлом году, если у нас балл был где-то вот 65 с чем-то, да, 64 с чем-то, если у всех считать. Но в этом году мы не хотим снижать свои вот показатели, да. Нам бы хотелось, чтобы средний балл у нас был не ниже 65. Так, это средний балл. И по некоторым специальностям и с 90 баллами средний по 3 невозможно поступить. А да. какие самые популярные у вас Самые специальности? популярные, конечно же, у нас и в первую очередь медицина, да, но вот эти проходные баллы, где вот меньше всего КЦП, это у нас юристы, да, было 10, но стало сейчас 16-17, но все равно туда поступает больше 100, мы набираем в составе еще и коммерческие, да, но по математике у нас достаточно высокие баллы были, да, ну и всегда у нас высокий балл по регионоведению, это ИСФИР. Ну, конечно, мы хотели бы, да, в этом году, чтобы будущие наши студенты, да, абитуриенты ЕГЭ сдали на очень высокие баллы, да, потому что нам всегда этого хочется. Еще, наверное, институт математики и информатики, да? да? Институт математики и информатики, да, и, конечно, мы очень хотим, да, чтобы на хорошие баллы сдали. Да. Ну, в этом году тоже по ЕГЭ сдают только вот базовую часть не сдают, а сдают вот специальную часть, да, те, кто поступает в вуз. И надеюсь, вот не будет вот такого большого момента, да, в связи с коронавирусом и так далее, какими-то ограничениями, чтобы было не хуже, чем в прошлом году. В прошлом году вообще была полная пандемия, да, можно сказать. Но мы, тем не менее, мы не снизили баллы, да, и абитуриенты, ну, выпускники школ сдали, в принципе, неплохо. Павлина Егоровна, вы меня слышите? Павлина Егоровна, ну, видимо, нет, видимо, продолжаем, да, К дальше. сожалению, мне вас не слышно. Слышите, да? Да, что-то Павлина да. Егоровна, а у вас какой проходной балл? Здравствуйте. Не слышат, да? Ну, хорошо, ладно, продолжаем дальше. На прямой эфир бывает всякое. Сколько бюджетных и целевых мест вы приготовили в этом году? По каким направлениям? Ну, бюджетных мест в этом году где-то на 94 места у нас, по-моему, стало больше. В этом году у нас бюджетных мест по всем направлениям это 4154. Да, это достаточно Довольно много. да. Если взять еще и коммерческие, да, мы коммерческие планируем где-то не менее 1700 с половиной, да, 1700-1800, но обычно к нам на коммерческой основе поступает где-то еще, ну, где-то примерно где-то около 1500, да, или 1200-1300 поступает, да, и получается не менее 5500 студентов мы ждем на первый курс. А если взять бакалавриат специалитет, у нас где-то 3018 только бюджетных мест, а если взять целевые места, да, то, конечно же, они у нас в этом году выросли. Если в прошлом году было 767, то в этом году 801, 800, но целевое место. И очень надеемся, что многие работодатели откликнутся вот на эти целевые места и заключат договора с абитуриентами, да, чтобы уже с первого курса идти с ним по траектории, да, и обучить для себя хорошего специалиста. А какие новые образовательные программы у вас появились? Сейчас же вот модно IT, блогерство, инвестиции, криптовалюта, я не знаю. Насчет блогерства у нас пока вот таких уникальных программ нет. Да, ну, чтобы стать хорошим блогером, да, нужно иметь хороший язык, ну, призываю поступить на филологию, чтобы хорошо писать, быть активным и так далее. Но, конечно, в виде факультативов, в виде каких-то вот таких инициативов по блогерству, в принципе, можно придумать. Да, мы многие для этого делаем. А так, в этом году мы очень надеемся, что будет очень хорошая программа открыта. Да, мы вместе с Высшей школой экономики по экономике и анализу данных открываем программу. Да, и мы еще хотели в прошлом году, да, но по кадрам мы еще чуть-чуть доработали. Да, сейчас часть кадров
повышают свою квалификацию, чтобы вот на уровне вести именно совместную программу Высшей школы экономики. Но все-таки, обучаясь в Якутске, получить диплом совместно с Федеральным университетом, еще и диплом Высшей школы экономики, это, считаю, очень хорошее будет для Конечно, этим абитуриентов. один из лучших вузов страны. Один из лучших вузов. И, конечно, это, таких программ, мы надеемся, будет в ближайшее время больше. Ну и совместные программы. Далее у нас и по автодорожному факультету, да, и по ИСФИРу, по ИТ, ну и по некоторым направлениям тоже есть несколько, ну около 10 совсем новых программ. Но хочу сказать, что если даже попадете на те программы, которые уже давно мы ведем с этого года, мы хотим вообще поменять образовательный наш процесс по индивидуальным траекториям, и, надеюсь, это будет достаточно интересно. Мы сами с нетерпением ожидаем, что же это из себя будет представлять, но первый, второй курс будет в каком-то вот таком миксте обучаться, да, и, надеюсь, совместными усилиями, да, мы будем учиться и на желание студентов, да, каждый студент будет выбирать свой путь, свою траекторию развития, да, и обучаться, и стать именно тем специалистом, который будет необходим для нашего работодателя. Так, мне говорят, что Павлина все-таки на связи. Павлина Егоровна. Добрый день. Добрый день, да. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас в этом году бюджетных, сколько целевых мест и какие есть новые образовательные программы, если есть? Приемная кампания по набору абитуриентов на 2021 год в арктическом году начнется с 15 июня. Способы подачи документов в связи с пандемией, они расширены. То есть лично можно будет подать документов. С соблюдением всех санитарных норм будет Павлина Егоровна, осуществляться вы прием скажите, пожалуйста, документов. сколько мест? Мы уже просто проехали этот вопрос. 903 бюджетных мест 903 выделено. бюджетных места. 117 из них по квоте на обучение, на целевое обучение. Ага. И какие-то есть новые образовательные программы? Новые образовательные программы – это на среднее профессиональное образование, поварское и кондитерское дело, поступление Очень популярно по сейчас. аттестату 9 класса, учитывается средний балл аттестата. А как в этом учебном году будет обстоять дело с общежитиями? Ну, смотря из эпидемической ситуации, все вакцинированные студенты 100% попадут в общежитие. Если вакцинированных студентов будет мало, то заполняемость общежитий будет частично То есть, если все ограничена. студенты привьются, то заполняемость может быть и 100%. Да, конечно. Спасибо. Анатолий Николаевич, вот в СВО в прошлом году была сложная ситуация с общежитиями в связи с пандемией. Вот как? Ну, сложностей, ну, я бы не сказал, что прямо у нас вот так очень сложно попасть в общежитие, да, но в связи с тем, что у нас ситуация, мы все-таки помогаем республике, и 2 больших общежития на данный момент тоже находятся под больницами, да, которые по борьбе с коронавирусом, это на Губина на 500 мест, да, и на 945 мест это... Отдали под да, обсерватор? Да, там, ну, если мы не отдадим, то, конечно же, мы потом себе не простим, если там смогли помочь, но не смогли, но не Могли дали. помочь республике, но не Да, помогли. но не помогли, да. И, конечно, мы хотим, чтобы там до осени вот эта ситуация вся прояснилась, чтобы пандемия вся закончилась. Призываю всех вакцинироваться, да, мы тоже ведем вот эту работу у себя в университете. А так, для первокурсников мы ежегодно выделяем где-то 1300 мест, а так у нас где-то 6500 мест вообще всего мест в нашем студгородке. Хотим сказать, что невакцинированные не попадут, мы так не будем говорить, да, потому что многие абитуриенты, которые станут студентами, им еще 18, многим не будет. Да. Сейчас же вакцина С 18 лет да, только, 18 да. лет только получают, да, и поэтому при поступлении, ну, при заселении мы просто за свой счет у себя, на базе своей клиники сделаем анализы ИФА, и при отрицательном результате мы так и так будем делать медосмотр, все в одном сделаем, да, и они просто заселятся, да. И хотим сказать, что мы
заселение примерно планируем начать где-то 25 августа. Ну, чтобы к 1 сентября те, кто хочет заселиться, чтобы не ходил по городу, да, у родственников, да, а по мере возможности мы бы их всех уже заселили. А что касательно стоимости обучения? Вот Миноборнауки рекомендовал оставить на уровне 2019 года. у Да, вас. мы оставили, Оставили, на да? уровне, в прошлом году на уровне 2019 года, Ага, мы в этом году оставили этом на году, уровне да, прошлого года. прошлого Ну, то есть, года. получается, То есть не подорожает. не поднимали. Ну что ж, спасибо нашим гостям за конкретику. На вопросы отвечали ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаевич Николаев и начальник Центральной приемной компании Арктического государственного агротехнологического университета Павлина Егоровна Васильева. Надеюсь, что все выпускники уже решили, куда поступать, честно готовятся к экзаменам и сделают правильный выбор своей будущей профессии. Это была программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Тысячи девушек Якутска выбирают Личи. Будь стильной вместе с нами. Торговый центр «Айсберг», 2-й этаж.